эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Отвага и доблесть отмечены наградами. Глава Якутии вручил знаки отличия ветеранам и участникам специальной военной операции. На сцене Русского драматического театра прошло торжественное вручение медалей за отвагу и за храбрость участников СВО. Юноармейцы Дальнего Востока объединились в Алдании. Межрегиональный слет стартовал накануне 23 февраля. «Маленький да удаленький» в Ленске прошел первый смотр песни из строя среди дошколят. Завершились финальные игры регионального этапа Лиги КС-Баскет. Школьники из Якутска и нескольких районов республики боролись за звание лучших. Оборот розничной торговли в Якутии в прошлом году с учетом малого предпринимательства достиг 403 миллиарда 100 миллионов рублей, что на 6% больше показателя 2023 года в сопоставимых ценах, сообщает Саха-Якутия-Стат. На конец прошлого года в республике насчитывалось 7752 магазина различных форматов, включая 104 супермаркета и более 4000 специализированных магазинов. Среди непродовольственных товаров наибольший рост продаж в 2024 году показали газеты и журналы, лекарственные средства и спортивные товары. Основная часть оборота розничной торговли пришлась на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих вне рынка. Медали для героев в Якутске вручили высшие государственные республиканские награды. Знаки отличия вручил глава Якутии Арсений Николаев участникам спецоперации, ветеранам и детям Великой Отечественной войны. Подробнее в сюжете Вероники Таюрской. В преддверии Дня защитника Отечества глава Якутии вручил ордена мужества за заслуги перед Отечеством второй степени, медали за отвагу и храбрость второй степени и другие знаки отличия участникам специальной военной операции. Мероприятие для меня очень неожиданное. Я думал, что пригласили, я очень удивился, потому что это уже почти год прошел, как я вышел из зоны боевых действий. И, соответственно, приятный сюрприз. Много боевых товарищей с моего отряда встретились. С некоторыми уже более полугода не встречались. Приятно очень. И всегда хорошо встречаться в такой приятной атмосфере. На торжественном мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Им глава Якутии вручил медали к 80-летию Великой Победы. У нас в республике остались 9 человек, участников Великой Отечественной войны. В России всего их 7 тысяч человек. И в республике 1500 ветеранов тыла. Поэтому для нас это юбилей Великой Победы 80 лет является самым священным, самым большим, так радостным праздником. Присутствующие отметили, что ветераны Великой Отечественной войны и участники спецоперации неразрывно связаны, а их подвиги сохранятся в памяти у якутян на долгие годы. Очень для нас поднимает боевой дух, что есть преемственность поколений. Мы берем у старшего поколения пример и возрождаем его, и будем передавать подрастающему поколению. К сожалению, многие ребята еще на фронте, на передовой, поэтому не смогли подойти. Но все, кто здесь, они тут сегодня в этом зале. 21 февраля глава Якутии присвоил звание почетного жителя республики 7 ветеранам. Отныне такую награду имеют все участники Великой Отечественной войны, проживающие в республике. Дорогие друзья, в знак глубочайшей благодарности за ратный подвиг, за мужество и самоотверженность мною подписан и сегодня опубликован указ о присвоении высокого звания, высшего звания нашей республики, почетный гражданин республики Саха-Якутия, всем ныне живущим участникам Великой Отечественной войны. В преддверии Дня защитника Отечества награды получили более 20 якутян. Напомним, на заседании Оргкомитета «Победа» Владимир Путин объявил о присвоении звания «Почетный гражданин своего города, поселка или региона». Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск.
В преддверии Дня защитника Отечества председатель Госсобрания Якутии Алексей Еремеев вручил госнаграду участникам СВО. Военнослужащие получили ордена мужества, медали ордена за заслуги перед Отечеством, медали за отвагу, за храбрость и воин-доброволец за проявленную отвагу, героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач. Уходя в зону специальной военной операции и находясь там, я всегда чувствовал поддержку со стороны своих коллег, друзей и наставников. Поэтому я хотел бы эту награду разделить со своими коллегами из Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Спасибо вам большое, что вы меня поддерживали, оказывали поддержку и переживали за меня чисто по-человечески. Награды нашли своих героев. В Якутске на сцене Русского драматического театра прошло торжественное вручение медалей за отвагу и за храбрость второй степени участникам специальной военной операции. Благодарственными письмами от командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева отметили руководители якутских предприятий и учреждений за помощь и неоценимый вклад. Церемония вошла в программу торжественного мероприятия, посвященному Дню защитника Отечества, по завершению которого участникам представили спектакль «Запасной аэродром». Чествование военнослужащих, вообще мужчин, перед днем 23 февраля является традиционным торжественным мероприятием, которое проводят во всех муниципальных образованиях Республики Саха-Якутия и проводят на республиканском уровне. Прежде всего, это наша память, это наше спасибо, это наша благодарность за то, что сегодня делают и те бойцы, которые находятся в зоне специальной военной операции, и то, что сделали, соответственно, их предки во время Великой Отечественной войны. Стартовала республиканская программа «Якутия. Земля героев». О разработке регионального проекта для участников спецоперации объявил глава Якутии в ходе традиционной пресс-конференции в декабре прошлого года. Программа рассчитана на год и предполагает прохождение обучения по направлениям государственная политика и система госуправления, региональное и муниципальное управление, управление в госсекторе, современные технологии в управлении. Курсантами программы могут стать граждане России, принимавшие участие в СВО со средним профессиональным или высшим образованием, а также с управленческим опытом. Всегда ставлю самым главным навыком – это желание. Желание участника, мотивация что-то поменять, что-то изменить в своей жизни, повлиять на именно жизнь населения, в лучшем, конечно же, секторе. И те, кто неравнодушен, и тот, кто болеет за общее дело и хочет что-то изменить, он обязательно должен подать заявку именно в кадровую программу «Якутия. Земля героев». Площадка для межрегионального историко-патриотического проекта «Бастионы памяти» определена. Мемориал установят в Смоленской области. Он будет посвящен воинам из Якутии и участникам Великой Отечественной войны. Подробнее о мемориале и проекте «Бастионы памяти» в сюжете Айсены Бурнашовой. На этом рубеже в октябре 1941 года насмерть стояли воины 365-го стрелкового полка 119-й стрелковой дивизии. В память о мужестве и доблести солдат здесь возвышается белоснежная стелла. Вскоре возле нее появится новый памятник с именами якутских солдат. 25 сентября пройдет торжественное его открытие. Это очень важно. В юбилейный год 80-летия Победы оставлять след на нашей земле о тех людях, которые отдали свою жизнь. При освобождении Смоленщины, согласно спискам поисковиков, погибшими числятся 755 якутян. В одном только Гагаринском районе более 100 человек из Якутии. Они бились насмерть, но смогли измотать и обескровить наступающие немецкие части. Я думаю, что это все совершится и будет как бы для молодежи и школьников туда будут водить походы, ну и память сохранится. Сегодня, благодаря масштабной поисковой работе, восстановлены имена 2263 бойцов из Якутии. Погибших на Смоленской земле 755 человек, на Псковской – 719, Калужской – 789. Их имена будут высечены на гранитных плитах мемориальных комплексов. Список павших воинов будет постоянно пополняться.
Этот проект предполагает увековечение памяти наших воинов-героев из Якутии в годы Великой Отечественной войны. И в канун 80-летия Победы такие бастионы будут воздвигнуты в 4 субъектах. Это Псков, это Калужская область, Смоленская область и Волгоград. Сейчас ведется работа с регионами. Известно, что, например, в Калужской области мемориал предварительно будет размещен в Боровском районе. Бойцы, которые у нас воевали из Якутии, они все в основном погибли в боях за деревню Пинашино в феврале 1942 года. Проект «Бастионы памяти» инициирован Якутией. Это по-настоящему народный проект. Памятники будут установлены на средства, собранные в ходе благотворительного сбора. Айсена Пурнашова, Виктор Олесов, Андрей Черкашин, Смоленская и Калужская области. Далее смотрите подборку самых заметных новостей от наших коллег из Алекминского района. На республиканский этап «Безопасное колесо» поедет команда средней школы номер 2, с чем мы их и поздравляем. Эта команда 3-й год уверенно одерживает победу в Алекминском районе и серьезно настроена на отличный результат в республике. Что самое сложное, на ваш взгляд? Фигурное катание. Фигурное катание? Кто прошел? Я прошла. Все мы прошли. Все без ошибок? Да, с ошибками. Я с ошибками штраф. Маленький есть, да? Вообще есть настрой на победу? Да. А у вас большая миссия, насколько я понимаю, не подвести свою команду? Да. Последние 2 года у нас наш район представляет на республиканском этапе. Это школа номер 2, отряд. В прошлом году они заняли 2-е место после города Якутска. Это очень даже неплохой результат. В позапрошлом году было 4-е место. С 17 по 20 февраля в Алекминском районе проходил отчет органов исполнительной власти перед населением. Если говорить в частности про город Алекминск, то в первую очередь людей беспокоит социальная сфера. Это и нехватка квалифицированных кадров по отдельным отраслям, это и доступность реабилитации для наших молодых граждан с особенностями в развитии, которых необходимо своевременно подлечивать, реабилитировать. Но и много вопросов, как традиционно в связи с присутствием министра образования, прозвучали в части образования. В первую очередь, конечно, это строительство социальных объектов. Отличительная особенность, наверное, также Алекминского района, это транспортная доступность, это и воздушный транспорт, мы знаем, реконструкция тут имеет проблемы, аэропорта, это и водный транспорт, который имеет свою сезонность, и в связи с высоким износом и дебаркатеров, и паромов, и в целом водного транспорта, конечно, обеспокоены жители. В том числе данные вопросы прозвучали здесь, в городе Алекминске. В центре занятости Алекминского района прошла ярмарка вакансий, открытых компанией «Нордголд». Такого количества желающих представители компании не ожидали. Тем не менее, каждый из желающих был принят и прошел краткое собеседование. Очень много людей пришло, и, соответственно, сейчас они заполняют анкету. И, если будет возможно, мы подключим еще удаленно наше управление компании, управление HR, и думаю, что работа чуть быстрее пойдет. Мы очень рады, что столько много людей откликнулось, и соискателей очень много. С каждым будет проведена беседа? Да, с каждым будет проведена беседа. В канун Дня защитника Отечества в Алдане стартовал слет отрядов юнармии. Базой учебно-тренировочных сборов стал политехникум. В этом году слет вышел на межрегиональный уровень. К юным защитникам Отечества Якутии присоединились сверстники из Хабаровска, Благовещенска и Владивостока. Подробности далее. К защите Родины готов. Под таким названием в Алдане сегодня стартовали зимние учебно-тренировочные сборы отрядов юнармии. В этом году слет приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и к 95-летию политехникума. После торжественного митинга, предварившего открытие сборов, состоялось возложение цветов к мемориальным табличкам бывших выпускников политехникума, которые погибли в горячих точках. Мы не воюем, мы учимся защищать Родину.
В этом году традиционный республиканский слет стал межрегиональным. К юным бойцам из Алданского, Нерюнгринского и Тампонского районов присоединились юноармейские отряды из Благовещенска, Хабаровска и Владивостока. Мы ждем новых знакомств, прежде всего, набраться опыта у других юноармейских отрядов, у других организаций, набраться опыта, поделиться своим опытом. Ребята, которые принимают участие в слете не в первый раз, а таких бойцов немало, знают точно. Ближайшие дни вновь станут захватывающими и незабываемыми. По мнению же командиров отрядов, учения ценны прежде всего общением. Алдан – это дружба, это действительно мы знаем, что нас здесь всегда помогут, поддержат, мы друг друга учимся, мы друг другу верим и понимаем друг друга с полуслова. Теоретические курсы, тактические задачи, силовая подготовка. Бойцов ожидает масса самых разных испытаний. На сборах все будет по-настоящему, как в армии. Программа учений также включит соревнования, игры и культурный отдых. Ребята ожидают познакомиться, конечно же, с вашими ребятами. Хорошо выступить, они готовились, старались. И вообще получить много нового опыта, интересного, эмоций и впечатлений. Параллельно юноармейским учениям в стенах политехникума проходит республиканский форум советников директоров по воспитанию. В работе площадок принимают участие педагоги со всей Южной Якутии и Якутска. К встрече присоединились учителя начальных классов, курирующие движение «Орлята России». В рамках форума запланированы курсы повышения квалификации по различным направлениям. Этот год для нас особенный, год 80-летия Победы, год защитника Отечества и год защитника Родины. Поэтому у нас вопросов много, и вот наши советники, они как раз вот это те люди, которые непосредственно работают на поле. Вот. И сейчас у нас есть новые технологии, как вы знаете, развивается интернет, социальные сети. Об этом обсудим. Ключевым событием двух встреч станет масштабная военно-историческая реконструкция битвы на озере Ильмень. Воссоздание реалий 1943 года будет посвящено памяти якутян, участвовавших в боях на территории Новгородской области. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутской кадетской школе-интернате проходит ежегодный фестиваль «Армейский городок», посвященный 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Фестиваль проходит в рамках месячника патриотического воспитания и направлен на уважение к истории страны. В рамках фестиваля прошли мастер-классы от силовых структур, профориентационная работа от военного комиссариата республики, конкурс «Песня и строй», а также выставка спецтехники. Фестиваль «Армейский городок» проводится в 4-й раз и собирают учащихся со всей Якутии. В течение дня проходят еще другие активности. У нас будет проходить различные интерактивные конкурсы, которые организуют наши социальные партнеры. После обеда будет проходить награждение ветеранов группы советских войск в Германии. То есть всего у нас здесь присутствует уже порядка 400 детей из 8 муниципальных образований. В основном, конечно же, город Якутск, но также приехали ребята из заречных районов, из Амги, из Черопчинского района, из Мегино-Кангаласского района, ну, из близлежащих районов. Чеканя шаг и звонко распевая строевые песни, в Ленске прошли самые юные защитники Отечества. Впервые в городе состоялся конкурс «Смотр песни и строя» среди воспитанников детских садов. 8 команд дошколят показали свою выправку и умение слаженно выполнять команды, а в их глазах горел настоящий боевой дух. В этом году исполняется 80 лет со дня победы нашего народа в Великой Отечественной. Участниками первого в районе конкурса «Смотра песни и строя» стали воспитанники старших и подготовительных групп со всех детских садов города. Педагогов и конкурсантов приветствовали заместитель главы района и руководитель районного управления образования Изумира Корнилова. Я смотрю на вас и думаю, что каждый из вас, мальчишка либо девчонка, являетесь защитником Родины. Ведь защищает Родину не только на полях сражения, но защищает ее честь и достоинство, трудясь во благо нашей великой России. Смотру предшествовала долгая и основательная подготовка. Команды выбрали род войск, подготовили название, девиз, строевую песню, а также форму, соответствующую своему войску. Возглавляли отряды, как и положено, настоящие командиры. Они уверенно представляли свои команды. Морячки, смотру, строя и песни. Построен командир отряда Таисия Тукаева. Отряд, две шеренги, становись!
Юные патриоты показали отличную строевую подготовку, слаженность в коллективной работе и творческий подход. Каждый остался доволен своим выступлением. Мы готовились в садике, в спортзале. А выступили хорошо. Мне понравилось мне. У меня ощущение было, как будто это уже настоящий смотр песни из строя. Но это так настоящий. Ну это реально смотр песни из строя. Свои умения в точности выполнения команд, маршировки в колонне и выразительном исполнении песни продемонстрировал отряд «Десантники» детского сада «Сардана». Они четко и уверенно, без ошибок показали весь номер от начала до конца. Я сдавал рапорт и пел песню. Моя команда справилась хорошо. Большой поддержкой для ребят стали гости, среди которых родители, бабушки и дедушки, представители администрации, управления образования, участники специальной военной операции и воспитатели. Очень замечательно, так торжественно. Вот прямо вот от души. Гордость нашей страны, знамя здесь вынесли и показали, как маршировать. Это вообще что-то, да. Первый раз вот это выступление у нас происходит в городе, именно в детских садах. Но это очень хорошо. Я считаю, что это шаг большой к патриотическому воспитанию именно дошкольного возраста. После успешных выступлений состоялось подведение итогов конкурса. Пока жюри совещались, для ребят отряд детского сада «Звездочка» провел танцевальный флешмоб. Жюри отметило высокий уровень подготовки участников к смотру. Каждой команде были вручены дипломы победителей в разных номинациях. Абсолютным победителем стал отряд «Десантники» детского сада «Сардана». Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. В столице республики завершились финальные игры регионального этапа Лиги КС-Баскет. За первенство в турнире боролись лучшие школьные команды Якутска, Мирнинского, Усть-Майского, Нерюнгринского и Ленского районов. Кто стал победителем соревнований, расскажет Эржен Гармаева. Школьная лига КС-Баскет занимается популяризацией баскетбола среди подрастающего поколения уже 18 лет. Лига охватывает 81 регион России и включает более 18 тысяч команд. Участники проходят отбор в несколько этапов, а сильнейшие спортсмены попадают в суперфинал. В первый этап, согласно регламенту школьной баскетбольной лиги, это школьный этап. А второй – это муниципальный, самый массовый. В Республике Саха-Якутия в этом году, в сезоне 24-25, заявилось более 115 команд. Это на сегодняшний день рекорд за последних 10 лет. Непосредственное участие приняло 117 команд школьников Республики Саха-Якутия. Третий этап – это региональный этап. В нем участвуют победители муниципальных этапов. На сегодняшний день у нас участвуют 7 юношеских команд и 6 команд девушек. Один из самых ярких претендентов на звание чемпиона среди девушек – команда информационно-технологического лицея города Нерюнгри. В 2024 году юные баскетболистки одержали уверенную победу на региональном этапе в Якутии и получили право представлять нашу республику на чемпионате Дальнего Востока. Очень хорошие впечатления остались, честно. Там были очень сильные команды, прям вообще на другом уровне. У нас в подгруппе были команды, которые заняли 2-е место и поехали на суперфинал. Ну, мы с девочками посражались, попытались, что-то набрались много опыта. Очень понравилось. Финал был там прям очень захватывающий, прям очень нравилось смотреть. Особенно между перерывами там были разные конкурсы, там дан-контест вот эти вот всякие были. Вот. Ну, очень понравилось. Хочется еще раз съездить. В этом году команда девушек из Нерюнгринского района вновь стала безоговорочным лидером. На протяжении уже нескольких лет спортсменок тренирует Руслан Проскурин. Руслан признается, команда собралась случайно, но упорные тренировки объединили девушек. Получилось так, что они когда-то ко мне пришли на урок физкультуры. Вот, и в процессе обучения полюбили этот вид спорта. И все, и мы стали одной семьей. Ну и вот мы неразлучны уже на протяжении 4 лет. Ездим по городам, соревнуемся, участвуем. Ну и таким образом вот стали чемпионами Республики Саха-Якутия в том году. Я всегда говорю, что у нас жителей миллион, а они чемпионки, значит, каждый из них 1 на миллион. Золотым призером среди юношей стала команда Ленской СОЖ номер 3.
Победители отправятся представлять Якутию на дальневосточный этап, который пройдет с 8 по 11 марта в Чите. Эржена Гармаева, Георгий Григорьев, Якутск. Мы следим за развитием событий. Обзор новостей мы продолжим на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.